Во внутренней Монголии, с востока на запад, протянулась горная цепь в несколько сотен километров, гора Иншан. На востоке они соединяются с горами Цзэбэй, на западе, с хребтами Халан и Мацзун, окружая засушливые районы внутренней Азии. Этот район с обильной водой и травой является колыбелью народа Хунну. Хунну было крайне важным кочевым народом и первым пограничным народом на севере Древнего Китая, создавшим рабовладельческое государство. С появления до растворения в народах они прошли путь около 7 веков. Хунну оказало чрезвычайно важное влияние как на историю северных народов, так и на историю ханцев. Например, Хунну стала предками уйгурского народа, что фиксируется всеми китайскими хрониками. Вэй Шу. История династии Северная Вэй, 554 год. Глава 103, раздел Горцуй. Горцуй, по-видимому, является остатками древних Чиде. Изначально они назывались Дила. Северяне называют их Чиле. Китайцы называют их Горцуй Джинлен. Их язык в общих чертах и язык Хунну одинаково, но иногда встречаются небольшие различия. Или же можно сказать, что они Горцуй в прежние времена были младшими родственниками Хунну. Горцуй — это предки телей уйгуров. Согласно легендам, у Шаньюа Хунну было 2 дочери, и миф о волке и дочерях Шаньюа Хунну, приводящий к рождению потомков Горцуй. Основатель уйгуров происходил от правителя Хунну. Суй Шу. История династии Суй, 636 год. Глава 84. Предки тела были потомками Хунну. Перечисляются кланы, такие как Вэйхэ, Уйгуры, Пугу, Тунла, Паегу и другие, как часть тела. Цзиньшу. История династии Цзинь, 648 год. Глава 97. Раздел Хунну. Чила. Одно из 19 южных племен Хунну, включая Чуге, Синьшу, Коротуру. Глава 195. Что касается происхождения уйгуров, они потомки Хунну и ранее принадлежавшие к телу. Бэй Шу. История северных династий, 659 год. Глава 98. Происхождение Горцуй или Теле описывается как остатки древних Чиди, Джинлен и ассоциирует с Хунну. Цзу Тан Шу. Старая история династии Тан, 945 год. Глава 199. Теле изначально является отдельным родом Хунну. А начало эры Уде существовали уйгуры, Суэянта, Цеби, Дуба, Гулиган, Даланге, Бугу, Паегу и другие, рассеянные к северу от пустыни Гобе. Цзу Удай Шу. Старая история 5 династий, 974 год. Глава 138. Хуйхэ уйгуры. Изначально из рода Хунну. А времена поздней Вэй они назывались Чела. Их также называли Хайхэ. Син Тан Шу. Новая история династии Тан, 1060 год. Глава 232 и 217. Предшественниками уйгуров были Хунну. По обычаю, они ездят на высококолесных повозках. Их также называли Горцуй во времена Юань Вэй, или также называли Тело. Однако, как же возникли сами Хунну? Название Хунну впервые встречается в древних книгах эпохи сражающихся царств Ичжоу Шу, Ван Хуэй Пань, Шан Хай Цин, Хай Нэйнан Цин, а также Джанго Це, Ян Це, с 5 по 3 век до нашей эры. Название Хунну — это китайская транскрипция названий, как Гуйфан, Хуньи, Суньюй, Синьюн, Ху. В исторических записках повествование о Хунну сама Цан пишет. В эпоху древних царств Шан и Чжоу, 16 по 3 век до нашей эры, были Синьюнь, а позже их стали называть Хунну. Чжоуле. Также говорится о Хунну. Менце, в главе Лан Хуэйван, сказано: «Великий князь Чжоу Тайван жил в Бэйн. Враги нападали на него». Враги — это Синьюнь, то есть Хунну. Ученые возводят происхождение Хунну к народу Гуйфан. Японский синолог Сиратор Куракитов считает, что Хунну переводится на древний китайский как «человек». Другие ученые считают, что Хунну означает «сын небесного императора». Хан Шу есть письмо Шаньюа Хунну к императору Хан. Мы, рожденные небесным владыкой, пришедшие с солнцем и луной, великий Шаньюй Хунну,
На юге есть Великий хан, на севере – могущественный Хунну. Хунну сформировалась на основе народов Гуйфан, Сунь-Юй, Синь-Юн и Ху, начиная с эпох древних царств Ин и Чжоу, 16 по 3 век до нашей эры. Фэн Цзисюань в книге «Народ Хунну и его культура» перечислил 32 названия, связанные с Хунну, включая Гуйфан, Гуйжун, Хуньи, Цуанжун, Суньюй и многие другие. В общности Хунну были такие племена, как Жун, Ди, Ху, Суту, Ювен, Дугу, Цинцуй. Под ними было множество родов – Луан, Хуян, Лан, Цаа, Хан, Цуйцуй. Хунну в 7-8 веках до нашей эры жили на обширных территориях севера Китая. Центром были районы внутренней Монголии. Позже они переселились в северную часть пустыни Гобе. Все рода и племена имели своих военных вождей. Хроника Ши Цзи, глава «Повествование о Хунну». С времен Чинвея до Тароманя прошло более 1000 лет. То усиливались, то ослабевали, они то разделялись, то рассеивались. А Чинвей, предок Хунну, Сыма Цан писал, Чинвей был потомком правителей позднейших эпох. Итак, основу Хунну составляли многие кочевые племена, а сами Хунну положили начало процессу формирования уйгуров. И это стало конечной исторической судьбой основного народа Хунну.